Такие семинары-совещания с организаторами и участниками избирательного процесса по вопросам подготовки и проведения выборов – процедура обязательная. Чтобы важное политическое событие прошло успешно и прозрачно, нужны хорошо подготовленные люди. ЦИК Ингушетии запустила работу по обучению председателей, заместителей и секретарей участковых избирательных комиссий. Убедительная просьба ко всем председателям, кто заполняет вот эти протокола участковых комиссий. Вот вторая строка у нас – число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссии. Вот это число вносить в соответствии строго, в соответствии с актом о получении избирательных бюллетеней. Председатель избиркома Муса Евлоев рассказал о работе, которая уже проведена ЦИКом по подготовке к выборам. Выступая перед участниками семинара, Евлоев также отметил, что во всех городах и районах должны быть созданы все условия для полноценной работы участковых избирательных комиссий. В марте 2018 года в Ингушетии откроются 137 избирательных участков. Кроме них, к выборам президента страны в регионе готовятся еще 9 территориальных комиссий. Отработайте все эти вопросы, прямо вот кто будет чем заниматься, у кого будут списки, чтобы не было такого, что мы разбираемся, кто будет у нас чем заниматься. Вот отработайте именно на предварительно, когда у вас есть время для этого. Большинство из сидящих в зале имеют большой опыт в организации избирательных кампаний и не раз успешно справлялись с возложенными на них задачами. Поэтому в избиркоме уверены, Ингушетия проведет выборы президента страны на высоком организационном уровне. Мы до них доводим информацию общую и информацию о нововведениях в законодательстве, то, на чем им нужно обратить, на что им нужно обратить внимание для того, чтобы они в день голосования свою работу организовали должным образом. Работа со списками избирателей, порядок составления протоколов об итогах голосования, погашение бюллетеней и не только. Участники семинара рассмотрели целый ряд вопросов, решением которых должны заниматься уже сейчас. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.